Меня попросили вести этот вечер. Я с удовольствием принимаю на себя эту честь, но поскольку я точно тут не главный, то я просто скажу несколько слов вводных, а дальше уступлю микрофон людям более значимым. Я всего лишь один из редакторов и автор предисловия. Значит, мы сегодня присутствуем при событии незаурядном. Первый раз на русском языке появляется антология современной еврейской поэзии. И, конечно, имеет смысл сразу напомнить о том, что идиш, казалось бы, язык евреев Восточной Европы, а теперь, собственно, язык, на котором еврейская культура существует на всех континентах, кажется, кроме Антарктиды, параллельно существует в некоторые очень странные мифологии. Это вопрос как бы личного воображения говорящих, но сплошь и рядом мы можем услышать утверждение о том, что идиш язык умирающий, ну или если хватает темперамента, то уже умерший. А про литературу на идише тоже существует масса всяких приятных мифов, ну в диапазоне о том, что это жаргон, на котором, если и было 1,5 писателя, то читать их явно не стоит, до, значит, идея о том, что, может быть, она когда-то и была велика и прекрасна, но опять-таки на сегодняшний день не существует. У меня нет иллюзий в том, что вот сегодня, засучив рукава в этом небольшом зале, с помощью этой очень важной, но не очень, вот она передо мной, но не очень толстой книжки, мы все эти мифы поборем, но, как говорится, можно начинать пробовать. Да? Литература на идише существует, процветает и в бумажном формате, и в сети. Под обложкой этой книги, если я ничего не путаю, собралось 12 поэтов. Саша, 12? Наверное. 12. Вот. Несмотря на то, что поэтов дюжина, явление это, я позволю себе такой каламбур, совершенно не дюжинное. И несмотря на вот все перечисленные мной нелепые, даже не просто мифы, а я бы сказал суеверия, да? Давайте скажем 12, да? 13. Черт. Вот. Значит, это, во-первых, приблизительно половина от тех, кто сейчас активно работает в еврейской литературе, в том числе там немало молодежи. Во-вторых, это, на самом деле, то, что я говорю, что здесь далеко не все, это обещает нам некое продолжение. А во-вторых, несмотря на то, что вот все эти мифы, если угодно, суеверия, да, скажем еврейское слово «забабонос», красивое слово, она не только живее всех живых, но и просто как бы живет, в том числе в городе Петербурге. Достаточно сказать, что 2 участника этой антологии петербуржцы, один из них в этом зале, я надеюсь, скоро услышим. Вот. Ну и дальше, что мы двинемся по нашей сегодняшней программе, и я хочу сказать, что, как всегда, очень много зависит от чьей-то воли, чьей-то мотивации. В данном случае это воля, мотивация, стремление, желание Бориса Зайчика, которому я сейчас, собственно, передам слово, человека, который придумал эту антологию. О, 2 поэта. 2 поэта. Вот. Собственно, все петербуржцы, которые попали под эту обложку, попали и в эту комнату. Вот. Человека, который придумал эту книжку, собрал команду, пригласил переводчиков, составителей и выступил меценатом, в результате чего книжка перед вами. Да? И ее теперь уже, даже если кому-нибудь захочется, я надеюсь, что никому не захочется, не изъять, не вырубить топором, она есть и будет жить, и будет не только сборником очень хороших, на мой взгляд, текстов, произведений, но и живым напоминанием того, что еврейское слово
это часть актуального мирового литературного процесса. Я, собственно, буду рад предоставить слово Борису Зайчику, который виновник сегодняшнего торжества в очень значительной степени. Пожалуйста, Борис. Спасибо большое. Очень правильные слова. Я рад приветствовать вас в Питерском еврейском общинном центре. И мы собрались, как уже сказал Валерий Аронович, по очень приятному поводу. На первую презентацию книги «Я возвращаюсь. Современная поэзия на идише в русских переводах». Так она называется полностью. Очень часто обсуждение одного творческого проекта, связанного с литературным переводом, приводит к реализации другого переводческого проекта, более интересного, значимого и содержательного. Вот так произошло и с нашей книгой. Обсуждение с переводчиком Йоэлем Матвеевым перевода на идиш, с идиша на русский язык фрагментов пьесы в стихах «Минский трест Резняков» для моей книги «Ехали в трамвайчике соловей и зайчики». Книга тоже вышла в книжниках в этом году. Привело к тому, что я стал обсуждать с уже пишущим на идише поэтом Йоэлем Матвеевым состояние современной литературы на идише, да и не только современной. Вот так в ходе обсуждений возникло несколько идей, одна из которых уже реализована, а другие, как говорится, ждут своего часа. Начали мы это обсуждение в ноябре 2023 года, а уже 22 декабря 2023 года я написал Валерию Дымчевцу письмо, чтобы узнать его мнение, наши идеи, издать антологию переводов современной поэзии на идише. И вот книжка перед вами. Хочу сказать, что я берусь за культурно-издательский проект только тогда, когда они мне сильно по душе, что называется, близки ментально и эмоционально. И моя мама и мой папа светлой памяти, мои бабушки и дедушки светлой памяти всю жизнь говорили на идише, я вырос в атмосфере этого языка. Мой дедушка, известный медик и выдающийся талмудист Мануил Соловей, дружил с великими Михоэлсом, Галкиным, Доргельсоном, Давидом Горштейном и известными Залманом Вендровым, Марком Разумным, Мейером Елиным и другими. Поэтому я с удовольствием и энтузиазмом готовил эту книгу к изданию. Мне кажется, что с таким же энтузиазмом и требовательностью к себе работали над книгой замечательные переводчики, которых я всех хочу упомянуть. Это Ольга Николаевна Аникина, Александра Викторовна Глебовская, Юрий Олегович Матвеев, Ольга Викторовна Матвиенко, Илья Маркович Нахмансун, Валерий Слуцкий. Перечисляю в алфавитном порядке. Я всем вам очень благодарен за работу. И спасибо за книгу с вашими автографами, которые я уже получил. И вообще хочу сказать, что мы делали без Питерской школы литературного перевода с идиша. Мне кажется, что эта школа, безусловно, уникальное явление российского литературного ландшафта. Я чрезвычайно признателен Йоэлю Матвееву и Валерию Ароновичу Дымчевцу за их работу над этим проектом. Йоэлю за большую работу, проделанную им как составителем сборника, а также за проверку двухязычного макета книги и взаимодействия с европейскими и американскими поэтами-авторами. Валерию за постоянный ликбез издателя, то есть меня, по еврейской поэзии и прозе, а также за привнесенное в книгу чувство стиля и прекрасное предисловие к ней. Это Йоэлю и Валерию по отдельности благодарность, а Валерию и Йоэлю вместе за очень большую, кропотливую работу по редактированию переводов. Не могу не сказать еще вот о чем. Для нескольких поэтов, чьи стихотворения в русских переводах включены в сборник, русский язык является родным или, так сказать, вторым родным языком. И эти авторы, как настоящие подвижники идиша, приняли очень деятельное участие в подготовке книги, за что им отдельная благодарность. Это Феликс Борисович Шаймович, Михаил Фельзенбаум и, конечно же, и прежде всего Вэлл Чернин. Я постоянно чувствовал поддержку Вэлла словом и делом, а еще Вэлл сделал замечательный перевод предисловия книги и биографии поэтов с русского на идиш. Ему спасибо за это искренне от всей души. Мне кажется, что книга получилась и по содержанию, и по оформлению очень хорошей. У нее достойный креативный макет, подготовленный художником Андреем Бондаренко. Оригинальность и ценность книги придает и то, что книга перевертыш на русском языке и идише. Книга очень красивая, и, как сказал один мой знакомый, даже если бы его родным языком был аварский, а из поэтов он знал бы и почитал только Расула Гамзатова, то все равно обязательно приобрел эту книгу, уж больно она красивая и хороша, как Петр Кикунштюк. И еще отмечу уже сейчас, когда книга вышла в середине или ближе к концу ноября, к удивлению некоторых издателей, книга очень, которые делали неутешительные прогнозы, книга очень и очень неплохо продается.
Перед новым календарным годом Валерий Дымцев прислал мне книгу «Бумажные мосты», которую вы все знаете. Это очень трогательная книга, которая мне очень понравилась. Теперь у меня эти две книги стоят рядом на книжной полке. И дай Бог, чтобы на этой полке переводных книг с идыша, включая поэзию, сильно прибавилось в следующий год. Все, я закончил свое выступление, переходим к премии. Напомню один анекдот, который мне ужасно нравится. В конце XIX века были опубликованы на русском языке мемуары одного из, анонимные мемуары одного из первых евреев, поселившихся в Петербурге в начале эпохи реформ Александра II. Да, как мы понимаем, при Николае I никаких евреев в Петербурге особенно не было, а потом начался бурный приток еврейского населения. Так вот, мемуарист с удовлетворением, проживший вторую половину XIX века в нашем городе, с удовлетворением пишет, вспоминая свою молодость, чем был раньше Петербург? Пустыней. Что он теперь такое? Бердичев. То есть движение от дикой природы к цивилизованному, приличному городу. А чем был Петербург на карте еврейской литературы, где всегда были такие важные центры, как Одесса, Варшава, Нью-Йорк, Москва, между прочим, Харьков, Киев, Вильна. Вильна, конечно, пустыня. Ну вот как-то не складывалось здесь с еврейской словесностью. По-русски писал, мы про идиш. Нет, по-русски, пожалуйста, здесь Анский был, ну вот Анский был двуязычным автором. Ну, в общем, пустыня. Что такое Петербург последние 20 лет? Несомненный Бердичев. Это действительно усилиями моих коллег и друзей важный центр перевода и литературы, потому что двое из авторов этой книги петербуржцы, они здесь живут, они сейчас в этом зале, они работают. Они, как и большинство, кстати сказать, современных еврейских писателей, не только создают оригинальные тексты на еврейском языке, но и очень много работают на ниве перевода. Я искренне считаю, что вот присутствующий здесь Исроил Некрасов, ну, на мой вкус, лучший переводчик современной прозы с идиша на русский язык. Йоэл много работает как переводчик поэзии на русский и другие языки с идиша. И мне кажется, что будет правильно, если мы начнем наш сегодняшний вечер с того, что услышим еврейское слово. Мы попросим Йоэла и Исроила почитать немножко в оригинале и немножко в переводах, да, ну, с тем, чтобы тем, кто еще пока не освоил в достаточной степени еврейский язык, было понятно, как это звучит, превращенное в слово на другом языке. Исроил, Йоэл, в какой последовательности вы хотите выступать? Ну, я еще хотел бы рассказать немножко. Ну, давайте тогда, вот и тогда, собственно, камере. Вот, конечно, эта книга, это возникла она не с потолка, а это результат, в общем, кумулятивной работы, которая происходит уже, наверное, десятки лет, разных проектов, разных переводческих проектов, стихи с идиша на русский переводились и присутствующими здесь людьми публиковались в Петербурге, но не в таком формате билингва, по отдельности по-русски. В Советском Союзе, конечно, была целая традиция перевода всех местных еврейских авторов последовательно на русский, но тоже, как правило, выходили они отдельно. Небольшая антология двуязычная была включена в альманах Биробиджан в 2023 году. Маленькая, там около 40 стихов, но тем не менее такой опыт был. И в общем на основе всего вот этого вот мы решили с Борисом Исаевичем Зайчиком
создать не совсем антологию, собственно говоря, это книга-концепция, потому что в нее включено 12 поэтов, каждый из них представлен 10 стихами. Мы знаем, что 120 – это число символическое, в еврейской традиции это полнота возраста человека, вообще полнота бытия в каком-то смысле, 12 умножить на 10. И концепция была не в том, чтобы сделать каталог всех, кто на идише пишет сегодня стихи. Потому что таких, в общем, людей много, и если бы всех мы попытались собрать, эта книга была бы, наверное, толщиной там втрое больше. Или в четверть. Идея была представить в понятном, доступном и интересном для русского читателя формате разнообразие, целостность, преемственность современной еврейской литературы. У меня была некоторая личная адженда брать стихи при отборе стихов, при, значит, составлении сборника. Я дал, в общем, предпочтение стихам, которые посвящены разным темам, не обязательно еврейским, не обязательно тем, что соответствует стереотипам о еврейской литературе, что это либо Холокост, либо местечко, что-то вот такое, вот предание старины глубокое нет. Значит, в этой книге мы видим и современные хоку английской, да, значит, Брули Вигант, замечательная поэтесса, которая живет в Англии. Тут есть и мистические стихи Шолома Бергера, которые они очень еврейские, но при этом там есть и психоанализ, и влияние современной английской литературы, и европейской литературы. То есть, в общем, темы, которые здесь рассматриваются, самые разные. То есть, например, от колдовства до алхимии, до белорусской природы, до обсуждения идиша как языка, то есть это такая метапоэзия, поэзия о языке, пример который я прочитаю. Конечно, были интересные случаи, когда мы разбирали, работали налаживали творческие тандемы между поэтами и переводчиками, между мной и переводчиком. Такие треугольники получались уже, поэт-переводчик и редактор, составитель. В общем, были какие-то казусы, в частности, один из старейших поэтов, включенный в этот сборник, Лев Беринский, к сожалению, уже не в том состоянии, чтобы ответить на вопросы, правильно ли мы его перевели, поэтому приходилось опираться на интуицию, иногда даже были у нас споры между коллегами, правильно ли мы его понимаем, но надеюсь, что поняли мы его правильно. Со всеми остальными у нас, конечно, были прямые контакты и прямые обсуждения. С моим другом, давним другом Шоломом Бергером и коллегой мы в Зуме обсуждали слово в слово переводы, чтобы это было все точно и одобрено. Ну, в общем, работа была проделана разнообразная, сложная. И я бы сказал, что благодаря этой замечательной книге у нас возникли новые связи между идишистами. То есть, в общем, новые какие-то дружеские кружки сблизились. В частности, вот у нас сложился прекрасный тандем такой вот с Ольгой Матвиенко, дистанционный. Обсуждали мы буквально каждую детальку, значит, ее переводов и моих переводов, кстати сказать, вот я показываю, что давай посмотрим, сравним, подумаем, найдем какие-то ляпы, которые иногда бывают. Если Валерий Аронович
Дымшиц вводил какие-то свои коррективы, мы обсуждали, думали, что как бы вот, что делать дальше, принимаем или не принимаем. В общем, это была такая вот сложная, интересная, многоплановая работа в несколько этапов. Что касается разнообразия современной литературы, я вначале прочитаю не свои стихотворения, а Шолома Бергера, моего друга, который живет в Америке, с которым я одно время работал в газете Forbes. Он там занимался компьютерными делами, иногда писал. Я работал редактором новостей. Вот тогда мы сдружились. Так. Я прочитаю по-русски. Потом я буду. Стихотворение называется «Лишенный цедра апельсин». В моем переводе оно так называется. «Оно гешейлтер маранц». «Оно гешейлтер маранц, целос зайн зуненшайн холокенвайс, гетритлер von абазахтен хасенваданц, восейн бохарта der Zweiterweis, waran etwas, was in dem ist als sich gestattet. Es ist nicht kein Einreden, ich Michaela Dr. Freud. In ein Mechus verwickelt sei Beere, sei Juk, sei Taf. Und der Dosiker Mechus von Peer Gedicht verbeut, und sagt sich heilig. Grob ist. Rein ist ein Saves Regen, wo all dem dreht, wird anders verbunden, in ein anderes Netz. Soll sein das Scholem und Lepel, soll sein ein System, was verfestigt alle Gründe, in einer Welt, wo der Mechus ist sich mechanisch, wo die Frucht ist sei reif, sei der Nernig, sei magisch, sei miragisch. Лишенный цедры апельсин. Лишенный цедры апельсин. Разложен солнышком на дольки. Овеществлением шажочков балерин, что учатся на свадьбе тактом польки. Бывают вещи, в которых все заключено. Я не придумал это, сори, доктор Фройд. Завернут плод, букашка и зерно, и эта густота прошла теперь апгрейд, разбилась на шарниры и инь-яна, где все кружится в предвкушении момента, сплетая сеть сплошную без изъяна, на лоне, что скрепляет элементы, родится новый мир из таинства укладок, где плод и спел, и чувственен, и сладок. Тут, конечно, стихотворение проникнуто психоанализом, то есть он говорит, я не придумал это доктор Фрейд, но, как мне сказал сам Шолом Бергер, конечно, это ирония, стихотворение фрейдистское, свадьба и, собственно говоря, лона невесты, в котором после свадьбы рождается дитя, связывается с символикой вот этого фрукта, апельсина, который лишен цедры, разложен на дольки, разложен кругом. То есть, в общем, символика тут фрейдистская. Она очень интересная тем, что с одной стороны обсуждается абсолютно еврейская тема, еврейская свадьба, но с очень современного такого американского угла зрения. Вот это одно из моих самых любимых стихов Шолома Бергера, который я с большим удовольствием перевел, и это было сложно, потому что, например, я специально применяю слово upgrade, такое современное, которое нам, в общем, сразу дает понять, что автор американец. И вот, и были такие, в общем, моменты, которые... В патишистском тексте upgrade есть? Нет. Спасибо. Оно могло бы быть.
У американского автора оно абсолютно могло бы быть, но его нет. Я его специально ввел, чтобы показать, что мы читаем стихи американцев. Другое стихотворение совсем другого типа, молодой поэтессы Катерины Кузнецовой, про ведьм. Про ведьм, то есть, ну, в общем, тема такая не очень-то еврейская, но залихватски вот так вот написано. Как мы увидим, бывает на идише и такое тоже. Так, сейчас я прочитаю. Фрилинг-танц. Meine Schwester Mechashefes flieht dahin, Nummer Zinden on des Reifes, brennt Joachim, von dem Feuer Valentine Schnee, und Eis, Lommer tanzen, singen Schweine im Kreis. Meine Schwester, sorg des Sprochen, in Schlaf, Winterfluch muss sein zerbrochen, Sov. Jetzt bekischen wir alle, treiben Geld, unser Zauberwelt Bananen, weiße Welt. Welt Bananen und Bananen, Welt Bananen und Bananen, Blumenkleid, wenn der Erde gebeugt in Wehen, Frühling, Fried. Весенний танец. Тоже мой перевод, который мы с Катей, в общем-то, обсуждали, как это сделать получше. То есть вот такой вот тоже совместная интересная работа. Весенний танец. Сестры ведьмы в поднебесье на крыле. Пусть пожаром вьются песни по земле. Пусть от пламени растает снег и лед. Пляс и крики тянет, манит хоровод. Заклинается же сестрица час ночной, чтобы зимнему разбиться, стать весной. Ворожим и гоним холод, был и нет. В наших чарах станет новым белый свет. Навь и новь, расшито поле, мир цветной. Что земля рождает в боли, став весной. Значит, в оригинале у нее интересное выражение «банаен» «банея», то есть обшить и обновить. Что я сделал? Я, значит, это использовал слово из современного лексикона русских неоязычников «навь» и «новь». Есть такое слово «навь». Вот, то есть, Прочитайте. я сейчас приведу еще один третий пример просто того, чего мы не ожидаем, наверное, от современной еврейской поэзии. Это мета, скажем так, это размышление о языке как таковом. Мне вообще кажется, что когда литература, это признак какого-то определенного уровня, традиция, когда литература саморефлектирует. И человек пишет о языке как таковом, о судьбе языка. Это самый молодой поэт, которого мы включили, Довид Омар Коэн, живущий в Амстердаме, не знающий, как и Шелленберг, русского языка. С ним было тоже очень интересно работать, конечно, через английский и через идиш. Стихотворение называется... Сейчас прочитаю. Хай Шурас веген Хасиде Шизен. Nicht einmal haben mir gehört glauben, also die Schist, granzig mit umsiehst. Nicht einmal haben mir gehört sagen, als unser Loschens Osset gehört zum Posset. Was wohl gewinn, seid's nicht nervös, oid mir der Leben Sentes. Entschuldigt mir den Optimismus, weil von dem Wort Kassite Schisen schon einmal oder Leben ist, gefindt man schon das erste Zoom der Gebetisch. Durch Google auf dem Forum Kaderstiebel, da hat's in meine Wohnung nicht kein Verriegel. Zwei Ismen, ungewachsene Gesunder, wollen zusammenkommen in Otto dem Jahrhundert. Lavdavke in Monse, Jerusalem, nur digital, in Internet Хахай. Тут надо знать вообще современную
среду идишистов. Кавыш Типл, это хасидский, был такой влиятельный хасидский форум, сейчас вместо него появился новый, называется Кремл, где современные хасиды, молодежь, у которых идиш остается родным языком, пишут стихи, и происходит контакт светского мира идишистов с хасидским миром, который говорит на идише и продолжает говорить на идише, представляет собой бастион сотен тысяч носителей языка. Вот, Google здесь упоминается, то есть вот такое вот очень современное стихотворение о хасидишизме, то есть это стихотворение идеологическое, в хорошем смысле слова. 18 строк о хасидишизме. Не раз мы слышали упреки, что идишист – вчерашний свист. Не раз вещали нам пророки, что идиш нынче, вот обида, удел хасида. Спокойнее, друзья, а вдруг замкнется в жизни новый круг? Вы мой простите оптимизм, но есть уже хасидишизм, живое сочетание, что может лечь в основу здания. Есть форум Кавыш Типл в интернете. Не сетуется, что я плохой пророк, но эти два изма, как большие реки, сольются вместе в этом веке. В Америке, в Израиле, не знаю. В сети, где жизнь кружится цифровая. Вот такое вот очень современное стихотворение, написанное одним из самых молодых современных поэтов, пишущих на идише. Сейчас я скажу вам, в каком году он. Около 30. Да, около 30. В общем, человек молодой, энергичный, пишет интересные вещи. 94-го года рождения. Так что вот мы видим, что, в общем, литература на идише это не только местечко и предание старины глубокой, но абсолютно все, что угодно. Ну вот, например, алхимия. Это я прочитаю свою стихотворение. Bereust von Paracels. Gegen der sommerliche Nacht über Luges, freien Flink, aber zirrte mit dem Ring von dem glimmernden Tramway. Seine schöne Macht steckt in Hasern von Stein, dem verschallerten Marschrut. Holland, schwarz, mein Hals ruht auf ein Klink von kalten Reis. In einem Sog von Paracels liegt ein Blut an alter Ross. Träumen Gassen, nass und groß, dort in Schottens ist dein Tier. Sich verplonschend ich rief, die vorbeigeht von uns. Erst dein Satz. Und die Reus von Paracels wird geboren in einem Zwinn, von Umsinnigkeit spaziert zu deinem unbekannten Tier, in einem schickeren Parad von Umsinn. Ленинград. Это стихотворение перевела замечательно Ольга Матвиенко. Я не знаю, какой у нас регламент, может быть, она сама прочитает перевод свой. Я, собственно, и собирался ей предоставить. Да, хорошо, тогда это мы ей предоставим. Вот, и что еще я хотел сказать? Ну, в общем, концепция была здесь цельность, разнообразие, то есть это не совсем антология, это, в общем, цельное представление. Идея была цельное представление, разные страны, 7 стран представлены, 12 поэтов, 7 стран, 3 поколения, мужчина и женщина. То есть, в общем, мы видим, что еврейская литература, она бывает очень разнообразная и на любую тему. То есть от психоанализа до неоязычества, до описания природы, до чего угодно. Ну, вот, поскольку что прозвучало стихотворение после вашему, Ольга, то, может быть, вы тогда свой перевод и прочитаете, а потом я еще вам дам слово, безусловно, наряду с другими переводчиками. Вот, пожалуйста.
Хорошо, спасибо. Минутку, сейчас я определюсь. Сначала, наверное, про Парацельса. Вот я и прошу как раз это стихотворение почитать про Розу Парацельса. А потом... Это Ольги. Там теперь эхо идет, да? Да. Абсолютно законно, подпуда потому что перевестная литература сформировалась. А вот я даже не знаю, как от эхо избавиться. Очень мешает, да? Нет, все нормально. Эхо нет вообще, все замечательно. Тогда стихотворение Илья Матвеева переводили мы, по сути, вдвоем, потому что очень ценны были замечания автора. Он по ходу дела корректировал, если мой трамвайчик уходил немножечко не туда, возвращал его на маршрут, поэтому вот его доля в этом переводе очень большая. Роза Парацельса. Ночка летняя, по лужам прыгает до утра готова, и трамвая с Людяного светится кольцо на ней. А трамвай упрямо кружит средь заржавленных путей, ходит петлями и ладно. Сон и темнота. Прохладно шея от касания рельса, а в саду у Парацельса роза старая в крови. В грязах улицы мокры, дверь твоя в тени все ближе. Я запутался, но вижу, как все множится на ночь, сыпля соль. Так и роза. Парацельс вновь из олова встает. Мой поход нелеп, изволь, я в твой двор ищу пароль, пьян, безумен мой парад, дверь и код. Ленинград. Спасибо. Спасибо. Не уходите, пожалуйста, я потом с удовольствием еще раз вам дам слово, но я бы хотел сейчас пригласить замечательного поэта и блестящего переводчика Исроила Некрасова. Пользуясь случаем, хочу лично его поблагодарить, потому что... Оля, только микрофон сейчас выключите пока. Выключите, пожалуйста, все микрофоны. Ага, хорошо. Потому что этот человек, это не главное, что он сделал в жизни, был моим учителем. Еще расскажите. Сейчас. Спасибо, да. Ольга, пожалуйста, выключите микрофон. Пожалуйста, выключите ваш микрофон. Фонит, у нас фонит. У вас не выключен микрофон, Ольга. Да вы не пишите, точно. Надо написать. Сейчас выключим. К сожалению, издержки наших информационных. Слушайте, а сейчас у нас Нет, вы еще у кого-то. Я не говорю. Нет, это у кого выключается. Все есть. А ты просто всем выключаешь? Все, прошу. Если всем выключено, у вас здесь тоже Да, мы говорим, не фонит, все в порядке. Прошу прощения, просто книжки не видел еще. Да, погляди. Да, вот гляжу, да. Видел фотографию обложки только. Ну, знаете, вот действительно, вот прав вот был Валерий Аронович, да, и Борис Зайчик, человек главный, который вот эту книгу, можно сказать, создал очень хорошо, мне очень нравится. Вот он засмотрелся, как там Сингапур разбирали. Валера, а что прочитать? А что вам нравится, Господи, выберите от себя. Да, мне нравится. Ну, Мне Супер сказал то же самое. просто, ну, мое участие в этом замечательном издании такое довольно косвенное, поэтому, ну вот, сейчас, секунду. Тут еще так интересно сделано, тут страницы пронумерованы очень традиционно еврейскими буквами. Для меня полная неожиданность. Так, ну вот, свое качество. Ну вот, пожалуйста. Любимое стихотворение Юрия Матвеева, которое, как я вижу, перевел я и
еще не знаю, что он там перевел, но я не сомневаюсь. Потому что я волнуюсь просто даже. Называется «О шикарях самурай». Психоанализа тут нет, сразу говорю. Экзотики тоже нет, это так. Шикарь это пьяный, значит, пьяный самурай. Какой шикарь самурай. Och Peter Faglonge, den Unterreiser. En Gasson unmildrer, Läufen und Stellen. Und Efscher, wird keiner mit kennen mir weisen, können wir zum Weg zwischen tausender Wegen. Die Stadt guckt auf mir, wie ein Fremder und Kalte. Was probe gewinnen, was will ich vernehmen? Ich suche, nur ich bin mitgeworden zu Alter. In Suchen den Weg zwischen tausender Wegen. Sie wollen mich plundern, wollen mich stellen. Sie ziehen wie Pendes und liegen am Ketten. Erstarr will ich tun, nur Motor nicht uwehren, zu suchen den einzigen Weg zwischen Wegen. Так, вот сейчас осталось найти перевод. Так. Вот тут уже со страницами попроще. И вот. Так, вот то, что получилось у моего друга Георга Матвеева. Я самурай получил. Дворы и помойки. Я снова блуждаю, меж сотен парадных по уличной чаще. Навряд ли я здесь от кого-то узнаю, среди тысяч путей, как найти настоящий. А город глядит, он чужой и холодный. Чего я ищу? Что мой дух здесь обрящет? Ищу, хоть устал от попытки бесплодной, найти среди тысяч путей настоящий. Они мне мешают, петляют, как змеи, то путы плетут, то в тупик меня тащат. И плюнул бы я, но отвлечься не смею. Ищу среди путей лишь один настоящий. И он спасибо. Давайте я верну книжку. Спасибо. Так, мы продолжаем. Как было справедливо сказано, большинство переводчиков, которые работали над этой книгой, петербуржцы, и возникает нездоровое ощущение, что, вообще говоря, всем здесь заправляет петербургская мафия, петербургские поэты, петербургские составители, петербургские редакторы, переводчики, петербургские переводчики, петербургские авторы предисловия, комментариев, бог знает, что еще. Да? Так вот, Бердичев. То есть я хочу сказать, что крупнейшие центры современной словесности на идыше, включая, скажем, Нью-Йорк или Иерусалим, представлены примерно в такой же пропорции, как Петербург, если говорить о поэтах, а если говорить о русской части, то тут, как это сказать, мы впереди планеты всей. Так вот, чтобы не возникало нездорового ощущения, что мы тут захватили власть и сами себе все время предоставляем микрофон, я с удовольствием предоставлю слово Ольге Матвиенко, которая трудилась над этой книгой, сделала для нее очень много всего хорошего. Ольга, могу я вас попросить прочитать 2-3 перевода, которые вам кажутся для вас важными, удачными, интересными? Теперь вам надо включить микрофон. Так, скажите, пожалуйста, слышно меня? Превосходно! Отлично. Вот. Вас приветствует Донецк в моем лице. Я очень рада и очень благодарна судьбе, которая меня таким образом соединила с Питером. Сотрудничество переводческое начиналось когда-то с Пушкинского дома, потом вот продолжилось благодаря проекту антологии современной поэзии на идише. И вот так сложилось, что я работала над переводами в течение года. Борис Зайчик деликатно меня не торопил, Юэль поддерживал. Я не знаю, получилось ли бы перевести все эти стихи без его поддержки, без его подстрочника, без его начитки. И, в общем-то, благодаря этому проекту я, в общем-то, занялась идишем и очень надеюсь, что теперь смогу сама работать с текстами. Конечно, помощь и подсказки будут все равно нужны, но, по крайней мере, буду себя чувствовать уверенно. Среди авторов, с которыми мне пришлось работать, один мой земляк. Это, наверное, старейший автор, который сейчас пишет на идише. Когда-то он возглавлял Союз писателей идишистов, он живет в Ака в Израиле.
Вот. И так получилось, что его юность и молодость прошли в Донбассе, хотя сам он уроженец Бессарабии. Это Лев Самуилович Белинский. И вот весь его раздел представлен моими переводами. Просто так получилось, что я читала и немножко редактировала книгу его воспоминаний. И, соответственно, если он пишет и упоминает о ком-то из друзей своей молодости, о Даниле Надеждине, я этого человека тоже знаю, у меня дома есть сборник его стихов. То есть все это отзывается во мне как, уже теперь частичка моей собственной памяти. Очень необычный стиль у Льва Самойловича, потому что здесь одновременно живет и память еврейской традиции, которую он застал совсем-совсем живой, будучи рожден как подданным Романию Мары. Так у него получилось. Потом вот он жил в Советском Союзе, потом уже в Израиле. То есть в его жизни вот эти исторические пласты сами собой обозначаются. И с другой стороны, конечно же, отпечаток есть эпохи научно-технического прогресса с ее безумными ритмами. И вот тоже такая особая черта его стиля – геометрия. Вот она меня всегда поражала, особая геометрия Белинского. Тут и летающий остров Лапута, чем-то отдаленно напоминающий Свифта. И вот опять же для него это потерянная вселенная. Та часть жизни, которая вот непоправимо была разрушена в годы Второй мировой войны. И одновременно вот какая-то удивительно точная графичность, поэзии, выверенная линия, вот может быть сказывается вот это образование физико-математическое, которое у него было наряду с музыкальным. Итак, одно из стихотворений, я, если позволите, буду читать только перевод, потому что мой идиш пока еще не настолько хорош, чтобы я это публично озвучивала. Стихотворение, которое называется «Один за рулем». В общем-то, наверное, во многом такое подводящий итог жизни, очень щемящее и очень, вот, мне кажется, такое вот берущее за душу. Один за рулем. Как убывает жизнь. К зеленым горным далям устремлено шоссе, отлажен механизм. Ты велосипедист, крути себе педали и молча наблюдай, как убывает жизнь. В дни диких катастроф, ракет, Армагеддона мне к стугу сена вновь вернуться бы хоть раз, послушать шепот трав, дыхание светы сонной и снова в путь к стогам, насколько видит глаз. Я на краю земли, скорей, парит в эфире и светится шоссе, подобное лучу. Мне намечает путь в бескрайней черной шире. Рвану сейчас вперед и руки отпущу. Вот такое стихотворение. Помню, как мы, работая над подстрочником, долго пытались выяснить биографическую основу. Была ли возлюбленная когда-то в юности у Льва Самойловича, и потом вышли на, в общем-то, одновременно и символический, очень такой вот необычный ответ. Это у него собирательный образ возлюбленной, который воплощает божественный свет, Шехина, так сказать, вот, воплощенный в имени Светланы. Так что вот, очень символическое в этом плане стихотворение. Из того, что мне особо приглянулось, может быть, потому что с этого стихотворения начался мой опыт перевода, эта вещь принадлежит перу Исраила Некрасова. Тоже очень щемящее стихотворение, посвященное памяти ушедшей любви. Необычное тем, что в нем достаточно прихотливая система рифмовки. Оно состоит из 8 где зарифмованы первая строка с 5, вторая с 6, 3, 7 и так далее. То есть вот такая причудливая система рифмовки, вот как сложная косичка. Я в этот парк свернул, в осенний и пустой, и на скамье сижу. Как долго, сам не знаю. Год 15 минул, как порознь мы с тобой. Не вижусь, не пишу тебе, а вспоминаю зачем-то голос твой, касаний и рук твоих. Все ждали мы, томясь глухой тоской сердечной, и жизни нам с лихвой хватало на двоих, но мы мертвы сейчас, и длится осень вечно. Вот такое печальное стихотворение, не знаю, просто может быть настроение немного минорное. Ну и из того, что меня сейчас вот особо заинтересовало, зацепило, это стихотворение уже читал в своем переводе Иуэл,
Матвеев, такое колдовское ведьминское весенний танец, потому что благодаря ему я открыла вот такую неожиданную поэтессу, москвичку, живущую в Берлине, Катерину Кузнецову. И вот одно стихотворение Юэл мне прислал в русском переводе, даже в 2 русских переводах, и я, будучи в это время в пути, тогда как раз путешествовала сложным очень маршрутом из Донецка через Ростов и Москву на Сахалин и обратно. И вот, сидя в зале ожидания, я получила русский перевод стихотворения «О конце света» на веселый лад, и вот фактически делала перевод без оригинала, то есть с русских 2 переводов, делая перевод уже на украинский, поскольку у меня 2 рабочих языка. Ну, это, вот, так сказать, о моем опыте работы с антологией, и я думаю, что теперь, вот, благодаря тому, что книга у меня теперь есть постоянно, я ее буду смаковать как хорошее вино, по глоточку читать переводы разных авторов и разных мастеров перевода. Огромное спасибо за этот опыт всем, кто к этому причастен. И Элю, и Борису, и Валерию Ромовичу, и многим моим друзьям, которых я вот сейчас вижу на экранах. Спасибо. Пользуясь случаем, я хочу сказать, что вот все время речь идет о контактах, о пересечениях, о взаимодействиях. Лет 8 назад в этом здании, в этом помещении выступал с чтением своих стихов Лев Беринский, великий, на мой взгляд, поэт, блестящий прозаик, и, что очень важно и в некотором смысле сущностно для еврейской литературной традиции, поэт двуязычный, потому что его русские стихи, его русские книги не менее замечательны, чем его еврейские стихи, человек, который существует в 2 литературных традициях. И одновременно, конечно, хочется сказать, что Беринский блестящий переводчик с идиша, немецкого и румынского. Перевод очень еврейское занятие. Я не хочу сказать, что все переводчики евреи. И даже я не хочу сказать, что все евреи переводчики. Но тем не менее. Достаточно сказать, Валера, не все переводчики. И очень хороший интерпретатор. Вот. Гораздо больше евреев пианистов и скрипачей, чем композиторов. Вот и Вагнер так думал. Вот, так что, видите, тут есть тоже своя традиция. Хорошо, а теперь моя задача как ведущего чрезвычайно проста, потому что я дам слово питерцам, у них точно не будет перебоев с интернетом. Лучший способ избавиться от перебоев в интернете – это им не пользоваться. Вот наше правительство тоже так думает. Значит, и поскольку я их всех очень люблю, и считаю, что они люди блистательные и разнообразные, то у меня есть простое решение по алфавиту. Оля, пожалуйста. В следующий раз, в следующем рождении, как ты делал то, что называется по-еврейски, заведите себе фамилию на «я». Здравствуйте, дорогие авторы, дорогие переводчики, все, кто имеет отношение к этой книге, с которой работать было очень радостно и очень интересно. Кроме тех авторов, которых я знала раньше, я узнала новых. И это был вызов определенный. Сколько времени, Валера, мы можем? 10 минут. Отлично. У вас хорошо, Саша, получается быть в Да. Поэтому... Поэты, потому что прекрасные, и хочется побольше прочитать их на русском, я буду читать только на русском. Вот. И начну я с Михаила Фельзенбаума, замечательного поэта, который живет сейчас в Израиле, пишет много и яростно, и ярко. Я это стихотворение очень люблю, я его читала, наверное, уже несколько раз, но прочитаю и здесь. «Поцелуй от Франсуа». Речь, конечно, идет о Франсуа Виллоне. «Мадам, прошу меня простить, что потревожил вас.
Из рая шлю вам поцелуй, хоть был я грешник. Как звать меня, вы слышали не раз. Я Франсуа, я рифмоплет, насмешник, разбойник Франсуа Вийон, любимец женщин. Но что теперь с того? И что теперь во мне осталось моего? Сегодня вспомнил я тот памятный денек, когда палач привел меня на эшафот. Я мысленно тогда составил эпилог. Пожалуй, им довольны были бы и Бог, и сброд. Я галстук сам надел, на шею аккурат. Внизу толпа, а в ней ваш рот горит, аллея. Мой поцелуй по воздуху к вам прилетел. Виват! Я прохрипеть успел раздавленной трахеей. Мадам, прошу меня простить, что потревожил вас, но вы мне этот поцелуй вернули. Я это поняла лишь сейчас. Нежнейший, жаркий, словно дни в июле. Адьё, мадам, живите на земле, без горя и забот. Желает вам ваш Франсуа Вийон, разбойник. Рифмоплет. Да? Молитву. Да, Земляющую да. верхницу побыстрее. Стихотворение Гитлшефтер Вишванат. Короткое стихотворение под названием «Индексная карточка». Оно посвящено отцу поэтессы, который составлял большой словарь идиша, был специалистом по диалектам идиша, звали его Мортхе Шефтер. Индексная карточка отцу. 4 края карточки и строк двумерный ряд. Но между строчек синеньких сокровища лежат. Вот речи северный портрет, вот южной речи знак. По-разному звучала речь. И так, и так, и так. Людей, ушедших карточки, давно их голос стих. Кладбищенские плиточки из карточек твоих. Хочу перейти к стихам замечательной Брурии Вигант. Это поэт, который живет в Англии, насколько я понимаю, да? Да, я до этого ее читала, переводила, и вот сейчас хочу прочитать, наверное, вот стоит ли хайку вы, наверное, прочитаете, да? Я хочу прочитать. Нет, я хотела прочитать другой стихотворение, называется «Не пустыню». Хочу сказать, пока ничего. В контексте сегодняшнего вечера слуха звучит довольно своеобразно. Кстати сказать, она говорит всегда, что ей не нравится эта имя Хайка, она говорит, что она только Брурия. Вот ну вот, поэтому я читаю. Когда-то, да, вот вы можете встретить текст, где она подписывалась Хайка Брурия, но вот она отказалась от Хайки, так что она... Да, стихотворение называется «Хайку», да. Ну, давайте уж, если уж об этом мы начали про хайку, придется, наверное, читать хайку. Несколько штук еврейских. Хайку Лондон. В Лондоне Париж. В кафе и свет, и ветер. И зиме конец. У реки брожу, под солнцем понимая. В путь хочу с тобой. Странное что-то. Чувства мои в охмелю. Счастье мгновение. Швуюсь, я в парке. Медленно сходит закат. Мысли про Париж. Очень показательно, что она действительно работает с японской традицией. Слова, обозначающие сезон, которые должны быть в этой форме, она их соблюдает. Вот Швуэс в последнем напомнил мне об этом, что хотелось бы сказать про это.
Уильям Вигант. В дни пустыни. В дни змеиных искушений, то есть гада из Эдема, муза сеяла молчание, только эхо откликалось из ничто. В дни великого потопа ангелы взахлеб рыдали в голос пьяными слезами над ничто. В дни пустыни, в дни скитаний шалаши в песках вставали, чтоб укрыть людей от бури, хоть скитальцы и не знали своей доли роковой. В шалаше их загорался свет, мерцающий, живой. И сердца стучали громко, и искрился смех в глазах, и распелась муза звонко в черной ночи, в звездных снах. Лишь луна смотрела мудро, понимая, все ничто. Спасибо большое. Вот, мы продолжаем. Я, пользуясь случаем, хочу сказать, что Михаил Фельзенбаум, который, между прочим, не только уроженец Молдавии и житель Израиля, но и человек, который получил образование, театральное образование, он, вообще говоря, режиссер, и много лет работал режиссером. В Петербурге он закончил курс Лощинского, так что человек, для которого Петербург совершенно не чужое место. Он не только прекрасный поэт, замечательный прозаик, один его роман переведен на русский, но вообще говоря, надо было побольше. И, кажется, последний на сегодняшний день активно пишущий на идыше драматург. Причем его пьесы ставят, в основном, конечно, в переводах. Но я бы сказал, единственный действительно профессиональный, потому что Даниэль Галай пишет пьесы в большом количестве, но на сцене, конечно, не совсем, конечно. Да, Фельзенбаум это действительно драматург, поскольку он режиссер, он понимает законы театра, его пьесы много раз, так сказать, ставили. Вот, а я с удовольствием передам слово, даже несколько слов, Саше Глебовской, которая ветеран нашего безнадежного дела. Мы с ней начинали переводить с идиша, я думаю, больше 20 лет назад уже. И слава богу, что она продолжает, не говоря уж о том, что это один из самых ярких наших питерских переводчиков. Приятно думать, что мы с ней познакомились, когда Саша была маленькая девочка, а теперь она, вообще говоря, глава переводческой школы. Спасибо, Валера. Сегодня такой день, когда действительно надо начинать, наверное, с благодарности. Я хочу безмерно поблагодарить Бориса Зайчика за то, что вот это все состоялось. Я хочу поблагодарить Юэля, который, понимаете, вот когда собирается вместе много-много евреев, особенно таких, как я, никогда ничего не бывает просто. Вот с этой книгой тоже никогда ничего не было просто. И огромная благодарность Юрию за то, что он провел нас через эти многочисленные, значит, то и боя, которые возникали по дороге. Спасибо Валерию. Валерию спасибо, прежде всего, наверное, за то, что, да, действительно, 20 лет назад он привел меня в идиш. Я, честно говоря, не подозревала, что со мной это произойдет. С тех пор идиш стал некоторой частью моей жизни. У меня теперь есть творческий псевдоним, я называюсь Важный Шиксы. Вот, и фамилию стараюсь переводить. Ну, и эта книга для меня, как действительно переводчика, работающего не только с еврейской поэзией, она стала еще вот таким замечательным моментом, когда ты можешь работать с авторами. Вот они тут, они живые, прыгают, по крайней мере, им можно написать, в отличие, там, например, прекрасной Шарлотты Фронте, с которой я работаю сейчас тоже, вот ей как-то уже немножко не напишешь, и Джейн Остин не напишешь. Поэтому и в этом смысле эта книга для меня стала прекрасным опытом. А еще, когда я приступала к работе, я вспомнила какой-то очень давний наш с Валерой разговор. Мы с ним говорили, извините, о Жаботинском.
Вот, и когда он находился в Италии, и Валерий сказал, знаешь, у Жаботинского были некоторые проблемы, потому что ему полагалось любить еврейский народ со всеми его бедами. А он любил Италию, а если конкретнее, он любил итальянок, а если конкретнее, то красивых. Я часто вспоминаю эти слова, потому что на самом деле, вот, при том, что действительно у идиша очень богатое наследие тяжелой, тягостной литературы, понятно, откуда это берется, потому что тяжелая, тягостная история, но с моей точки зрения, идиш язык совершенно хулиганский. Ну вот, с моей точки зрения, как немножко лингвиста, потому что он как бы с собой делает, что хочет, и ему все можно. И на идише есть замечательная когорта поэтов, которые пишут хулиганские стихи. И, наверное, все-таки первый в этой когорте заслужен человек, который стал мне очень близок духовно, Михаил Физенбаум, которого я переводила с особым удовольствием. Первое стихотворение, которое я прочитаю, я его уже читала несколько раз, если кто-то слышал, простите. Но вы знаете, вот тот случай, когда ты там уже дожил до больших-больших лет, и вдруг вот эта вот маленькая твоя копилочка самых любимых стихов. Вот самых таких вот, которые бьют даже не сюда, а они бьют туда, в диафрагму, где лежит у нас душа. Вот она в таком, за которую я не хочу поблагодарить. Ицков, все разбинись. Уздрей студи Дурхарун, Виндхой Харисенков. Ой, вкусный рот. Ицков, сыночек Сорок, что маешься, так и сяк. И заела тяжкая жизнь. Отвяжись. Ицков, сыночек Сорок, последний из пророков. Что маешься, там и сям 1000 лет в кандалах калуш. Ох, где же мне взять землицы хороший? Ицков, сыночек Суры, говорят, что эти калоши вырезал ты из колес перпетум мобиля. И брешь, Ицков, сыночек Суры, жизнь заела, взгляни на звезды. Не плачь, Господи, не лей слезы. Лужа здесь, на земле, на дичи. Такое прекрасное стихотворение. Я вот перевела его на одном дыхании. Миша перевод одобрил. Он на самом деле очень по-доброму относился к моим переводам. Даже когда я в одном стихотворении перепутала ворона с раввином, он так деликатно указал мне на молитвенные права. Люди, ну, они звучат одинаково. Да, да, ну, в общем, пишется там тоже похоже. Ну, бывает, вот видите, как прекрасно видишь. Вот, но я хочу прочитать, наверное, самое хулиганское здесь стихотворение. Его надо, в принципе, читать глазами, потому что там куча всяких пичевкес, как это называется, на идише. Вот, но еще интересно, что я как-то сейчас это рефлексировала, оно посвящено книжной ярмарке, которая в данном случае в Базеле проходит. И я вспомнила, что эта книга на самом деле из-за книжной ярмарки могла не состояться, потому что много-много лет назад один из переводчиков и автор Магета во время франкфуртской бухмессы поехали на машине в Страсбург, возвращались обратно поздно ночью, переводчик сидел за рулем, а автора обложки посадили с ним рядом, чтобы он не давал переводчику заснуть. Он должен был развлекать переводчика интересными разговорами. Он почему-то стал рассказывать свою семейную историю, и это был, по-моему, единственный случай, когда я едва не заснула за рулем. Вот. Так что, в общем, вот два ключевых творца этой книги, вот благодаря франкфуртской книжной ярмарке, почти не оказались там, где не надо. Вот. Стихотворение замечательное, оно называется «Вот вам на уши, как череми лапши». И посвящается она мадам Лалю, которую Михаил Фельзенбаум придумал, и она уже у него почти живая. Я от жизни не лукавый, что-то стал как будто старый. Ребе дал совет мне здравый, ты езжай-ка на базар, на бухмессу. В Базель город из Флорешт тропа ведут.
Там народ, как жесть упорот, живет, тусуется и пьет. Но дела и взад, и вперед, строй коленца из колен. Пусть мадам Леско проверит, слаще редька или хрен. Тут еще неприлично. А с Карениной Анной приключился случай странный. Все один твердит мотив. Подавай локомотив. Гамлет, Бонче наш и дама замутили разум мне. Ионеска, где ты, мама, с сумкой толстой на ремне? Мне недолго двери альты. Рос понюхал, а потом все позакрывал гештальты, резво загремел в дурдом. Прекрасно согласитесь, да? Прекрасной, как всегда, работой была работа с Юрием Матвеевым. Вот как раз Юрий просто внимательно и досконально проводил меня через все тонкости своего стиха. Потом многое поправлял, всегда поправлял тоже совершенно замечательно. Но вот только с помощью Юрия я поняла, хотя, может быть, и сама бы додумалась, что это стихотворение про северное сияние. Вот услышьте его там, пожалуйста. Той, кто спит, тому, кто нет, чертит свет, волшебный след. В треске искр мерцает ось, по морям плывет лосось. Сбросить вниз хотят светила, грезы, страсти, сны, силы. Им бы было очень мило влиться в мишек белых храп. Там, где крутятся катоды, где морзянки цап-царап, солнце фонарем застыло, ретранслирующим код. Через древних грез анод к самому ядру земному, дому, комнату, разлому. Холод звезд, звон металла, спит в морях лосось усталый. Меж миров коты гуляют, карты звездные мерцают. День не завтра, день не стар. Мориган роняет карпа, сорочи по вороне, с колесницы в тетрахроме. Карп победа, карп удар. Даже если в будни тучи, крыл и круч царят летучие, грозы, громы мечет вось. Левиафаном стал лосось. Вянуть брось, велит он травам. И весну зовет на свет тот, кто спит, тому, кто нет. Вот видите, вот как бы вот, тут еще немножко Ирландия прибежала, да, как-то так вот еврейская тема и немножко физики. Нормально, все хорошо, вот, по-моему, так. И вот последнее стихотворение, которое я прочитаю, это стихотворение Гитлшефтер, которое уже читала сегодня Оля. И вот здесь как раз вполне себе еврейская тема, и с моей точки зрения, очень-очень тонко выстроенная. Субботний покой. Только вдвоем за накрытый стол они садятся. Свечи в тиши мигают тревожно. Да, слов не надо, переговорено все. Да, молчим, ведь боль унять невозможно. Вино для кидыша в бокал течет с благословением. Под ним сокрыт незабытых обид исход. Потом их разом объемлет теплом, и молитва над хлебом звучит, как гром. И наслаждаться теперь им обоим. Субботний покой. Спасибо. Сейчас я с удовольствием предоставлю слово замечательному Илье Мансону. Хочу сказать, что в Петербурге было как минимум две волны людей, которые пришли к переводу с идиша. При этом первая, слава богу, никуда не делась, а вторая вот поднимается благодаря тому, что ненадолго открылось окно возможностей. В Петербурге, в нашем центре Петербургской ДАЭК был курс двухгодичный для переводчиков с идиша. Там занимались и вот убежавшая, к сожалению, Оля Аникина и Илья Мансон, который вот стал замечательным переводчиком с еврейского языка и даже в этом языке время от времени пробует свои силы. Что-то даже получается очень славно. Вот, так что число растет.
Но, как известно, не числом надо воевать, а умением. В нашем случае растет и число, и уровень. Илья, пожалуйста. Спасибо, Валера. Добрый день, вечер. Я прочитаю два стихотворения автора, которых удачно сегодня еще до меня не читали. Феликс Хаймович, «Колыбельная». Когда звезды глядят без стеснения в окошке на людей, что тихонько в кроватях лежат, с неба ангелы сходят бесшумно, как кошки, и их крылья на ощупь, как шерстка ягнят. В колыбельке своей спи, цыпленочек, сладко, и пусть снятся тебе распрекрасные сны. Пусть зайчонок приснится тебе, и лошадка, и как пляшут цветы в ярких красках весны. Пусть приснится тебе золотистая речка, пусть зальет твою душу серебряный свет, лишь бы горе в твое не проникло сердечко. Спи, малыш, и не знай ни обмана, ни бед. И странным образом перекликающееся с ней стихотворение Марика Тушевицкого «Племянник». Как зимний двор тенями разукрашен, как эта ночь во Вроцлаве тепла, как будто бы в цветущем макияже сюда весна нечаянно пришла. Сегодня гость пришел потусторонний, не облачен ни в ситец, ни в парфир. Малютка-гость, без роз, без благовоний, явился зимней ночью в этот мир. Молозивом сестры и первым вздохом твоим согрета эта ночь, малыш. Сказали: наконец ты с нами, кроха. Ты стал и рядом с мамой спишь. Спасибо всем, кто Борису, Валерии, Йоэлю. Спасибо за все. Вот. Я хочу добавить, потому что мы сейчас услышали два соображения. Во-первых, вот авторы, как бы сказать, держат пост, не сдают позицию на родине еврейской литературы, потому что Феликс Хаймович, поэт старшего поколения, двуязычный поэт, он очень известный автор, пишущий еще и белорусской. Он живет в Минске, и он единственный человек, который сейчас в Беларуси пишет на еврейском языке. Соответственно, молодой автор Тушевицкий, Марик Тушевицкий в Польше. Да? То есть и здесь надо сказать о том, что, собственно, Ерол с этого начал, что еврейская поэзия всегда существовала и сейчас существует, проза тоже, в разных странах. В этом смысле это дает еврейской литературе дополнительный ресурс. Да? Мы все понимаем, что на английском языке пишут не только в Англии, довольно легко отличаем англичан от американцев, американцев от австралийцев, ну и далее по списку. От да? нигерийцев. От нигерийцев и от Салмана Рушди, который из Индии и так далее. Да? У нас есть идиш, живет точно так же. Есть идиш в России, есть идиш в США, в Израиле, в Великобритании, во Франции. И поскольку люди живут в большом контексте окружающих языков, культуры и литературы, скажем, вот пока еще не переведенный на русский, Феликс Розье, переводчик с идиша на французский, прекрасный поэт, он во Франции человек все родился и прожил всю жизнь. Он пишет силабику, естественно. А как иначе? Как у них там во Франции-то? Выживать-то по-другому. Вот, значит, то в этом смысле ресурс очень большой и очень заманчивый для переводчиков. С этим интересно работать. Ты каждый раз оказываешься не просто в диалоге с другой литературной индивидуальностью, но и с другой принципиально культурной ситуацией. Вот я просто хочу поблагодарить всех, вот и Бориса, который замечательное издание вдохновил, организовал, и петербургских коллег, прям вот как-то, знаете, вот сейчас на улице холодно, и в Москве, и в Петербурге, и снежно, и вообще совершенно мес, говоря на идише, вот, но как-то этот вечер очень согрел, прям благодарность огромная всем. Спасибо. Спасибо.
Надо сказать про Любу. Хозяину закрывай там. А про Любу я хочу сказать, поздравить Любу. Люба, меня слышит? Юра, подойдите микрофон. Да, с чем поздравляю. Поздравить с тем, что вот Люба как раз пример того, как еврейская литература развивается. Она пишет, Люба Лаврова, значит, пишет, начала свою карьеру еврейской писательницы с статей, с новостных материалов для газеты Биробиджана Штерн, и недавно совсем стала писать стихи. Дебютировала со стихотворением. Вот, продолжает, я думаю, что продолжит еще писать, так что вот живой пример того, как появляются новые авторы. Спасибо. 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 Единственное, что все не